Здравствуйте, ребята. Суммативное оценивание за первую четверть. Первый текст на слушание. И первое задание к нему. Какая информация соответствует в тексте? Ответ С. Об архитекторе, отказавшемся от стройки. Второй вопрос. Какое природное явление могло погубить город согласно тексту? Ответ Д. Землетрясение. Определи, какая информация соответствует тексту. Ответ С. Строители использовали цемент, железо и дерево. Почему у города Верный была отрицательная слава? Ответ В. Верный постоянно потрясали землетрясения очень мощной силой. Пятый вопрос. Какие языковые средства выразительности, эпитет, метафора, сравнение и другие использует автор для создания отрицательной оценки города? Приведите два примера. Тревожная и плохая слава, как край света, и гнездо землетрясений, необычайной разрушительной силы, как город на вулкане разрушительной силой землетрясения. В чем заключается основная мысль текста? Благодаря талантливому строителю Зенкову мы имеем возможность любоваться прекрасными старинными памятниками истории. Задание на говорение. Составьте диалог на одну из предложенных тем. Какие достопримечательности Казахстана ты хотел бы посетить? Плохой погоды не бывает. Влияет ли погода на твое настроение? Вот примерный образец диалога на тему «Влияет ли погода на твое настроение?». Прочитайте текст. И выполните задание. В какое время года, согласно тексту, наступает бабье лето? Осенью, с 14 сентября. Как автор текста характеризует этот промежуток времени? Период мягкой, солнечной, без осадков теплой, но не жаркой погоды после кратковременных похолоданий. Почему бабье лето так называют? Укажите 3 причины. Первая причина. В этот период года пожилые женщины любили сидеть на заваленках и подставлять свои бока теплому солнышку. Бабье лето названо по тонкой легкой паутине, которая ассоциируется с едва заметными седыми прядями волос у женщины. Период в жизни крестьян, когда заканчивались полевые работы, и женщины принимались за собственные свои работы. Мочили лен, трепали его, ткали. Какие приметы, связанные с погодой или климатом, вы знаете? Приведите пример. Птицы над землей низко летают, это к дождю. Воробьи купаются в песке к жаре. Сформулируйте по прочитанному тексту один вопрос высокого порядка. Например, почему всем нравится этот период осени? Задание на письмо. Вы должны написать заметку в школьную газету на одну из предложенных тем. Первая тема. В нашем городе состоялось открытие памятника, посвященного. Вторая тема. Сильные морозы прошли на севере Казахстана. И вот пример заметки на тему. В нашем городе состоялось открытие памятника народной артистки СССР Розе Баглановой в рамках празднования столетия оперной и эстрадной певицы. До свидания, ребята. До следующих встреч.